Я хотел бы, чтобы лето только было. Большие бантики. Я знаю, насколько трудная эта учительская работа. Я из-за этого хотела именно в школу. Нет, в школу надо. А какие чувства вызывает у вас 1 сентября? Да никаких. Я в школе не учился. Серьезно? Да. Все будет круто. Запах маминых цветов и бантики большие белые. С осенью, с холодом, с экзаменами, стрессом. Разные, иногда радость, иногда злость, иногда грусть, иногда, большая часть, конечно, радость. Положительные, конечно, у меня воспоминания тоже хорошие. Шок, радость, потому что учеба уже так резко началась. А ведь в начале каникул такое ощущение было, что такой, в школе такой, так не хочу. А под конец уже начинается учеба, и ты такой, нет, в школу надо. Восторг первым делом. У меня, как ветерана педагогического труда, всегда отличное чувство, отличное настроение. Уже никакие. Давно школа закончилась. Именно пенал такой красивенький был, подарила тетя. Я из-за этого хотела именно в школу. Очень, запомнился этот день. Нам давали кексики и так далее, короче. Я жил у дяди учителя, так что он меня в 1 классе поступил. Когда поступил, дядя привел цветами. Первая учительница была красивой, как я помню, да. Большие бантики. Я помню, это было в 80 каком году? В первом году. Было солнечно, было волнительно, да, осень. Было солнечно так же, как сейчас. Я очень хорошо помню. Это маленькое село. Естественно, учащихся у нас было, учеников было мало, всего 7 человек. Но такое не забывается. Сейчас век глобализации, гаджетов. И желаю, чтобы дети много читали. Удачи, успехов, здоровья, знаний и пятерок. Чтобы хорошо учились, чтобы сейчас учеба самое главное. Без учебы никуда. Учителям побольше нервов для не очень учеников, которые постоянно балуются, а ученикам, чтобы они не ленились сделать домашку. Мое пожелание учителям доброго здоровья, главное. Я знаю, насколько трудная эта учительская работа. Вам желаю здоровья, мудрости, большой работоспособности, счастья в семье. А ученикам побольше надо работать, побольше надо заниматься.